Музей музыки и фольклора народов Якутии представляет виртуальную выставку «Наталья Семеновна Посельская. Педагог от Бога». 12 апреля 2021 года первому директору и художественному руководителю Якутской балетной школы колледжа имени Аксении и Натальи Посельских, видному деятелю искусств, заслуженному работнику культуры России и Республики Саха-Якутия, лауреату Государственной премии имени Платона Алексеевича Аюнского, обладателю приза «Душа танца» журнала «Балет», кандидату педагогических наук Наталье Семеновне Посельской могло бы исполниться 75 лет. В своей жизни Наталья Семеновна успела очень многое, гораздо больше, чем выпадает на судьбу обычного человека, и блистать на сцене музыкального театра, и основать республиканское хореографическое училище, которому присвоила имя своей матери, первой балерины Аксении Васильевны Посельской, открыть кафедру искусства балета в Арктическом государственном институте искусств и культуры, защитить диссертацию и получить научную степень. В нашей виртуальной выставке будут представлены воспоминания близких людей, коллег и подруг Натальи Посельской, а также ее архивные видео и фотографии, научные труды и статьи, представленные нам сотрудниками Республиканской балетной школы имени Аксении Натальи Посельских и Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия, раскрывающие педагогическое мастерство Натальи Семеновны. О ее удивительной жизни вначале расскажет народная артистка Республики Саха-Якутия Аиза Петровна Решетникова, которую связывала многолетняя дружба с Натальей Семеновной Посельской, а также дружба их матерей. На одной из выставок персональных Леонида Александровича Кима я вдруг увидела грандиозную башню Дыгына, во-первых, площадь эту. Она какая-то вот легендарная стояла. И вот сейчас же какие-то фильмы идут, «Угрюм река», что их не эти башни по сравнению вот с тем, что было на картине у Леонида Александровича. Но с картиной рядом я же знала, что какое окружение это было. Я начинала всматриваться и вдруг увидела какой-то, вот, по-моему, это был белый домик. Это был наш домик, в котором выросла я, в котором жили вот мои родители до меня, и вот, и которым, наверное, раньше жил звонарь. Ведь должен же был жить рядом с кафедральным собором человек, который вот звонит, имеет такую обязанность в определенные часы суток звонить в эти колокола кафедрального собора. И вот я подошла к Леониду Александровичу и говорю: Александр, а вы знаете, что вот мои родители жили в этом домике? Ну, конечно, знаю, сказал Леонид Александрович, потому что был я влюблен в твою маму, прекрасную балерину. Вот. И, значит, вот таким образом, даже вот этот домик светился ему фактически как бы, да. Но они были уже женаты с папой, потому и получили комнату в этом домике во дворе театра. И вот в эту комнатку привезли меня после роддома, где мама довольно долго лежала, потому что у них умер первый сын Петя. И вот меня, конечно же, содержали около печки. Это такая была железная ванна, ну, чтобы и мыть. Но в основном я там лежала, как в инкубаторе, вся в одеялах и около печки. Вот я лежала около печки месяца 3, наверное. И вот в это время мне рассказала Полина Константиновна Розинская, что они посетили мою маму. Ну, во-первых, она играла и в хоре, и в балете. И вот они были дружны, тетя Ксения, что уж я говорю-то, я никогда ее по отчеству не называла. И вот Аксения, и Полина Константиновна Розинская, и Лыткина.
Вот они пришли к маме уже, ну, не в первые дни, а через какое-то время. И вот они сидели вот около меня, о чем-то разговаривали, наверное, кем она будет и так далее. И вот как-то в музее я рассказывала об этом, и все сказали: о, 3 феи собрались. И, наверное, они там, каждая дала какой-то дар, вот, да, что они пришли. И вот, значит, конечно же, добра желали маме. И вот так дальше потекла моя жизнь. Я успела все. Она возродила имя отца, Семена Семеновича Сюльского, который вместе с Марком Николаевичем Жирковым в то время, он был одним из руководителей Совнаркома просвещения и искусства. И только с таким руководителем, как вот Сюльский, Марк Николаевич мог вот сделать то, что он сделал. Когда Сюльский должен был ехать на защиту кандидатской диссертации педагогических наук, да, и вот настолько боялись его дальнейшего возвышения, вот те ретрограды, которые мешали всему. Им было легче жить, там, просто сдавая рапорты и, значит, и получая добро на то, что они гнобили, значит, все по указке. Вот, и вот на следующий год, вот после того, я-то родилась в 45-м, а вот в 46-м Аксинья Васильевна родила Наташу. А вот после сразу почти все это и случилось. И убийство Сюльского, и, значит, этот жуткий, совершенно невообразимый суд. Как могло, кому могло в бреду представиться, что жена, вот мать, значит, его дочери, убьет своего родного мужа, да? И как можно было вообще доказать такое? Но доказали. Несколько лет просидела в колонии. И Наташа была одна в Чурапче у родственников. И вот дружба моей мамы, балерины, которая вместе училась, кстати, сначала не в драме была, а вот вместе с тетей Ксенией, они были ведущими балеринами и танцевали с Иннокентием Христофоровым, фотографий масса. И вот, но потом какой-то указ вышел, что вот как-то ее перевели почему-то, что в одном месте работают муж и жена, и вот ее перевели в драму. И вот она, после того, как меня родила, вышла на работу и сыграла Нюргугун. Вот удивительные совершенно подруги были у мамы, и сама она тоже непростой человек, который претерпела очень много в жизни. Вот. Но они, как фениксы из пепла, они воскресали, могли воскреснуть. И тетя Ксения, и моя мама. Вот после всех тех трудности, которыми у них на них языки человеческие, вот, все это, конечно же, воздалось и нашим счастьем с Наташей, да, творческим, и, значит, вообще жизнью всех. Нет, вы знаете, мы были очень рано разлучены с ней. Она ведь уехала в Новосибирск. А потом я уехала. Я, правда, в 7 классе, вот, но потом, мы всегда, никогда не чуждались, вот так не стеснялись, вот всегда бросались друг к другу, все-таки мы как-то характерами очень походили, да. И вот она меня опекала всегда, как старшая, хотя на год младше меня, но, видимо, что-то во мне было такое чересчур, вот, или стеснительной была, или как. В детстве просто были рядом, достаточно было просто увидеться, вон там она ходит. А? Тогда не было такого, что вот надо обязательно подойти, что-то расспросить о чем-то, если не было нужды. А если нужно, то, конечно, не то что... В основном у нас было что? Я заняла место, вот иди для тебя, да, вот это вот. И потом все обменивались впечатлениями. Конечно же, смотрели, кто как двигается, кто во что одет там, и так далее. Но мы не были такими уж модницами и так далее. Но нам всегда было интересно друг с другом.
Нет, но она была очень техничной всегда. Вот если говорить о том, что вот какие роли ей доставались, то Андрей Попов, конечно же, давал ей такие роли, как Темир Джиглик, да, такие, ну, это девка Вага, да, вот из балета Каца. А в половецких плясках она вообще была неотразима, красивая и неотразима совершенно на фотографиях же остались ее фотографии. А ведь это одна из центральных партий вообще в балете. Ее танцевала вот эту половчанку главную, и Плесецкая, и все остальные очень характерные, вот, и такие техничные, наиболее техничные, значит, балерины. И, конечно, она хотела танцевать лирические партии, очень хотела. И Нургуяну танцевать хотела, но она не была беспомощной. Вот она никогда не выглядела такой овечкой, значит, которую надо защищать. Да? И вот она сама такая была решительная и в жизни, и, конечно же, на сцене ее темперамент все равно прорывался. И вот она очень яркая была во всем и всегда. Но в балете очень короткая жизнь на сцене все-таки. И вот когда все это случилось, а работать-то где? Негде. Хореографического училища нет, но то разве что там в колледже культуры и искусства сейчас, вот, да, или во Дворце пионеров. Это не для Наташи, нет. И вот она добилась, это уже наступило новое время, и она прорвалась к нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву и убедила его в том, что наступило время платить за каждого якута, который выезжает учиться за пределы республики. И она сказала, что у нас есть все возможности, все силы для того, чтобы появился такой коллектив учителей хореографического училища со своим. Все учились и в Новосибирском училище, и потом проходили разные курсы вот, повышения квалификации. И вот надо было просто дать им место работы. И говорит, прекрасное место-то есть вот за оперным театром. И они пошли тут же. Пошли смотреть это место, где сейчас располагается, после оперного театра располагается вот это вот фронтон необычный нашего училища. И потом дальше она показала место для того, чтобы вот тут будет общежитие, вот, и столовая там все. И вот ее мечта очень быстро воплотилась. Это была мечта такого общежития, такой столовой. Нет нигде в мире. Во-первых, на Западе нет училищ. Почему они так плохо танцуют у себя на родине? Потому что у них нет вот такой муштры нет. Они все учатся в каких-то кружках, которые организуют вокруг себя, чтобы заработать вот уже состарившиеся звезды русского балета. Нигде нет хореографических училищ, поэтому у нас такой класс. Я тоже жила в интернате, в общежитии, да? У нас было 10 человек в комнате. Это был старинный особняк. И, конечно же, было много воздуха, был высокий потолок, но мы жили 10 человек в комнате. Мальчики точно так же жили, да, по 10 человек в комнате. А Наташа тоже, видимо, да, я все никак не могла расспросить их про Новосибирское хореографическое училище, но наверняка там тоже по много жили. Потому что она создала общежитие, где по 2-3 человека живут. То есть такой мечты даже и не было ни у кого раньше. А в кухне у них стоят холодильники, различные вот такие домашние, чисто то, что должно быть на кухне, вот все оно там есть. Когда хочешь, можешь и чай попить, там, и позвать кого-то и так далее. Это удивительная совершенно домашняя обстановка. И особенно, конечно же, вот столовая. Это не столовая, это ресторан. Там даже и свадьбы проводят, и все. Но вот, в общем, все хорошее, все, что можно было придумать для своих учеников, воплощено Наташей в этом гениально совершенно продуманном и просто гениально воплощено все это, где проходить уроки физики должны быть или что-то еще. В общем, все распределено так. Там есть и театр, вот свой учебный, сцена. Это, вот. И вот
этот идеал был, конечно же, вот воплощен. Об открытии Республиканского хореографического училища нам расскажет Чебыева Наталья Семеновна. В 95 году осенью я, молодой специалист, искала работу. До этого я учителем проработала в 14-й школе 3 года, потом с ребенком сидела год, и как раз в 95 году осенью искала работу, нашла в одном месте и устроилась, и на остановке встретила своего однокурсника. У меня однокурсник Андрей Николаевич, тогда он был Неустроев Андрей, это единственный сын Натальи Семеновны, и он проезжал мимо, посадил меня, и мы разговорились. И тогда я рассказала, что устроилась на работу учителем биологии и химии, и как бы он тоже начал рассказывать, что мама его, в то время я Наталью Семеновну вообще не знала, организовывает новое учебное заведение, что ей нужны работники. Давай-ка, Наталья, я познакомлю тебя с мамой, и непременно ты должна работать у нее. И тут же он меня привез в театр оперы и балета, мы с ним долго поднимались по этажам, и на 4-м этаже впервые я увидела Наталью Семеновну. Это 95-й год. И Наталья Семеновна очень эмоционально, громко начала рассказывать. Ну, сначала мы с ней познакомились, это был тоже курьезный случай. Она мне протягивает руку и говорит: Наталья Семеновна. Я тоже говорю: Наталья Семеновна. И она так расхохоталась, громко смеется так, а я стою и на нее смотрю, и потом только понимаю, что ее Наталья Семеновна зовут, и меня Наталья Семеновна зовут. И впоследствии было такое, что Наталья Семеновна большая и Наталья Семеновна маленькая. Вот. И потом она начала бурно рассказывать, что здесь, в центре города, будут 2 огромных здания, это будет балетная школа и так далее. Я сильно не поверила, но согласилась прийти на работу. В то время, значит, потом я впоследствии узнала, что в 90-е годы был какой-то кризис с кадрами балетными, и Наталья Семеновна, работая педагогом-репетитором в театре, это конкретно это ощущала, знала, что люди вообще уже не имели, ну, в связи с экономической ситуацией в стране, что не имели возможности обучать детей в центре. А ихнее поколение обучались в Москве, Санкт-Петербурге, в Улан-Удэ, в Новосибирске, да, и народ уже не мог детей туда отправлять. И кадров становилось все меньше и меньше, да, труппа уменьшалась, не обновлялась долгие годы, и поэтому у нее, оказывается, давным-давно назрела такая идея, да, вот, ну, что нужна своя школа. И вот в 92 году она открывает, по ее инициативе открывается хореографическое отделение в музыкальном училище. Тогда директором был Никулин Владимир Георгиевич. И благодаря ему и так далее Наталья Семеновна открывает хореографическое отделение в 92 году, делает первый экспериментальный набор. Через год она делает еще один набор, а в 95 году уже 3-й набор делается, и я прихожу классным руководителем вот этого нового набора, да, и она назначает меня учителем биологии и химии. Я классный руководитель, учитель биологии и химии и как бы воспитатель еще. И таким образом мы начинаем вместе работать, это 95 год. А в 95 году, вот это было осенью, а до этого весной, оказывается, там побывал Михаил Ефимович Николаев. И Наталья Семеновна в красках всю ситуацию в балетном искусстве она довела до Михаила Ефимовича. И Михаил Ефимович в такое тяжелое время, 30 мая 95 года, подписывает указ об открытии совершенно нового образовательного учреждения в Якутии.
указ был уже подписан к тому моменту, когда я пришла к ним на работу. И с таким большим энтузиазмом, с радостью, с волнением мы начинаем работать вместе. И в маленьком закуточке в музыкальном училище, значит, нас человек 5-6, и начинаем разговоры о совершенно новом учебном заведении. Тогда не было определенных законов, стандартов и так далее. Как это делается в республике, никто не знает, да, какие документы нужны и так далее. По наитию, ну, что должно быть в образовательном учреждении и так далее, там, начиная с журналов, с расписаний и так далее, помаленьку мы начинаем об этом разговаривать. Вот. И как по мановению волшебной палочки в 1996 году мы видим, что растут два огромных по тем временам здания, да? Красивых здания. И осенью, в ноябре 1997 года мы переезжаем. Совершенно новые, пахнущие краской, да? Такие светлые. Это было как чудо. Мы сами не верили, что такое возможно, да? И со своими детишками мы переезжаем в такие просторные здания. Представьте себе деревенских детей, которых мы набрали, да? Они в таких шикарных условиях начинают жить. Это учебный корпус, он был спроектирован вместе с Натальей Семеновной. Наталья Семеновна, оказывается, вот к этому делу шла еще с детства. Она была очень внимательным ребенком, очень наблюдательным ребенком. Да? У нее есть, до сих пор сохранились рукописные записи, где она записывала, какие уроки, какое расписание, какие кабинеты, какие уроки и как проводились, да, движения и так далее. Она все это записывала у себя, как будто готовилась к этому. Да? И вот это здание, которое вот в 2021 году даже, да, вот у нас проходят очень многие проверки по лицензированию и так далее. И вот новый федеральный государственный образовательный стандарт, он вышел в 2013 году. И совершенно по требованиям этого стандарта все наши помещения, они подходят. У нас есть свой швейный цех, костюмерный цех, звукозаписывающая студия. Да? Это все в ФГОС включено. Это все должно быть у всех хореографических училищ. И представляете, наше здание полностью этому соответствует. Конечно, с тех времен поменяли полы в балетных залах, потому что в балетных залах полы должны быть амортизирующие, специальные. Это вот годами, уже вот последние 2-3 года и так далее, мы поменяли все полы. По стандартам, немножко обновили концертные залы и так далее. А так, по большому взять, у нас индивидуальные музыкальные кабинеты, где дети 1 на 1 с педагогом занимаются. У нас 5 совершенно таких, подходящих балетных зала, 6 учебных кабинетов. То есть все общеобразовательные, музыкальные и балетные залы, они отвечают всем нормативам. Вот я хочу сказать это к тому, что Наталья Семеновна, она очень такой не щепетильный, а далеко видит, видящий человек, да? Далеко видящий человек. И вот ее идеями, ее видениями будущего мы пользуемся до сих пор. Можно сказать, мы живем этим, до сих пор мы реализовываем ее планы, которые у нее были, да? Вот. И о Наталье Семеновне, прежде всего надо сказать, что она была выдающимся педагогом. Как она, ее уникальные уроки, ее находки, ее комбинации движений и так далее, это совершенно вот уникальный другой разговор должен быть со специалистами, да? И ее дети обожали. В одно и то же время побаивались все, не только дети, но и взрослые, да? И это вот уметь надо таким образом ребенка в строгости держать,
чтобы не расслаблялся ребенок, да? Но в то же время она очень любила детей. Очень любила, и она знала судьбу каждого ребенка. Не только родителей, бабушек, дедушек, вот в каких условиях этот ребенок живет, чем он дышит, о чем он думает. Она все это, вот, она была очень хорошим психологом в то же время, да? Что хочет этот ребенок сказать, вот это она чувствовала в совершенстве. А со взрослыми у нее, вот я с ней проработала ровно 15 лет. Вот мы создавали это училище, мебель на себе таскали, все, вот с нуля начинали, да? И до последнего дня я вот с ней была постоянно, можно сказать. Почему? Потому что мы жили в одном доме. Вот мне, как молодому специалисту, да, она доверила тогда же, вот в 95-м году, через год, весной, она сделала меня заместителем директора по учебно-воспитательной работе. И в течение 25 лет я вот одним и тем же этим занимаюсь, представляете? И ко взрослым она относилась тоже по-особенному, да? Каждый человек, который работает, хочет, она всегда раздавала все по заслугам, да? Бывает, что человек работает в коллективе, и его труд, его старания и так далее руководство иногда не замечает. Бывает такое же, да? А Наталья Семеновна все замечала. Все. И плохое, и хорошее. И у нас, у работников, было такое, мы боялись не контролирующих каких-то органов, да, а реакции Натальи Семеновны. Пусть там хоть как там отругает и так далее, но что скажет Наталья Семеновна на определенную ситуацию, это было очень важно. Вот. И для меня вот эти 15 лет прошли как одно мгновение. Да? Вот так было радостно, как-то вот в то же время, ну, конечно, сложно, ответственно, но почему-то было ощущение какого-то вдохновения, какой-то радости, праздника. Вот это она умела делать, в коллективе создавать. Да? Всегда были на подъеме, всегда как-то очень серьезно относились к работе. Да? Вот это тоже от руководителя же зависит. Атмосфера в коллективе, да? Вот у нас такое было. Вот. И вот в 99-м году был первый выпуск экспериментального класса, и в 2000 году. А ведь Наталья Семеновна уже в 99-м году начала работать над Лебединым озером. Представляете, да? Наши детишки только подрастают, только, по-моему, мой класс был 8 класс только, и приезжает Юрий Николаевич. Вот Наталья Семеновна его приглашает, он приезжает, оценивает труппу театра, и в труппу театра сразу вклиниваются вот эти наши студенты, выпускники, которые только-только начали работать. И 32 лебедя, пожалуйста, уже есть труппа театра. Туда же включились 8 класс девочки Натальи Семеновны, там 10 девочек, да, учились только в 8 классе и уже стояли в лебедях, потому что надо было это быстро делать. Видимо, она хотела все успеть, поэтому вот вперед, как-то вот торопилась как будто куда-то, да. И эти девочки, хотя вот сейчас говорили бы, наверное, да, вот такие маленькие дети такую нагрузку не должны испытывать и так далее. Но в то время это все получилось. Вот. Сразу же за Лебединым озером Ромео и Джульетта. И Наталья Семеновна вот вперед уже мечтала о Спартаке. И поэтому что она делала? Она приглашала очень много мальчиков. И удержать этих мальчиков, да, чтобы они стали артистами балета, это очень сложно. Мальчики же народ такой. Папы не хотят, чтобы мальчики поступали в балетную школу. Мальчики сами маленькие поступают, а потом начинают уходить. Было тогда модно стать компьютерщиками, программистами. Очень много мальчиков уходили. И поэтому их всех надо было удержать.
почему Наталья Семеновна вот мальчиков очень любила, старалась, чтобы они здесь учились. Она видела «Спартак». В «Спартаке» же одни мужчины. И вот это ее мечта. «Спартак» же состоялся у нас. Так как это учебное заведение, да, особенности учебных заведений она не могла знать, да, как там документацию и так далее. И в 2003 году тогда мы относились к Министерству культуры Российской Федерации, и прямо с Министерства культуры приезжала комиссия, чтобы нас впервые аккредитовывать. Вот, это мы прошли федеральную аккредитацию. И потом уже постепенно все как-то узаконивалось, в рамках закона все стало, начали выходить стандарты. Сначала государственный стандарт был, потом федеральный стандарт. То есть она буквально вот на пустом месте, это же очень сложно создать именно образовательное учреждение. Она вот послушна полностью, все эти требования мы на сегодняшний день вот все выполняем, да? Уже сколько у нас аккредитаций было, лицензирований, проверок разных, да? И она очень настоятельно занималась научной деятельностью. Мы начали делать сначала у себя внутри научно-практические конференции. Она все время говорила, что балет должна основываться на науке. Не на голом месте, да, не абы как, а научные исследования должны проходить. Тем более у нашего народа. Да. У нас физиология, она... все же раньше говорили, ну какие балерины из якуток, да? Они же маленькие, там бегает, да, туда-сюда, большая голова и так далее, такого быть не может. И вот на научной основе, чем кормить этих детей, как заниматься с ними классическим танцем, да, чтобы балерина была, ну, похожа на европейскую балерину, да, длинные ноги, это маленькие колени, это узкий таз, это пропорция тела, маленькая голова, длинные руки, ноги. И вот этим она скрупулезно занималась. И потом мы уже вышли на российский уровень. На нашей базе начали проходить российские научно-практические конференции. И одновременно она начала участвовать с нашими детьми в разных конкурсах, российских и международных. И потом, после нее уже наши дети сейчас завоевывают гран-при международных конкурсов. Представляете, это для маленького народа такие достижения. Это все вот Наталья Семеновна заложила, правильно? И теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге знают, что есть якутская балетная школа. С нами считаются. Когда мы организовываем какие-то научно-практические конференции и так далее, обязательно приезжают с Москвы, с Новосибирска, Красноярск, Казахстан, Улан-Удэ, Узбекистан. Все приезжают, и мы здесь разбираем вот балетное образование. Вот. И за год-полтора Наталья Семеновна защитила кандидатскую диссертацию по особенностям якутской балетной школы. И у нее была мечта, вот даже болела, она говорила, вот через 3 года я бы защитила докторскую диссертацию. Вот, но, как говорится, а Бог располагает, да. И вот мы сейчас к ее юбилею, 75-летию, часто вот говорили, что 75 лет для балерины, для физически такого развитого человека, это не возраст. Она бы также ярко вот работала бы, ну вот если бы не болезнь, да. Мы очень как-то вот внутри сожалеем об этом, конечно. Но она и сама говорила, что для одной якутской женщины она, ну, редко кому удается воплотить свою мечту в жизнь и результат увидеть. Она говорила, я увидела это, я счастливая женщина. Вот. И ее внук Аркадий, невестка Лена, жена Аркадия. И самая гордость наша – это Алисия Пак, внучка, очень успешно здесь
обучается, второй курс будет. Вот. И есть маленькая Наташа Посельская. Ей, по-моему, 5 лет, 6 лет, и она придет к нам, мы думаем, да, что вот мы внутри радуемся, что мечта Натальи Семеновны идет, не останавливается, и мы горды тем, что мы это продолжаем. Далее мы послушаем рассказ Аизы Петровны Решетниковой о феномене Республиканского хореографического училища. И лучше я все-таки сейчас расскажу о впечатлениях двух якутских иммигранток. Одна, значит, это невестка Полина Константиновна Розинская из Нью-Йорка, а вторая Наташа Ратман, которая давным-давно уехала в Израиль, вот почти первый раз приехала. Ну и мы пошли, девочки, значит, после музея пошли на Лебединое озеро. Во-первых, их потряс совершенно оркестр. У Лебединого озера очень трудная увертюра. Даже в Большом театре киксуют вот духовики. Наши выпускники вот, нашей высшей школы музыки, мы настолько уже привыкли к такому качеству духовиков, ну, не говоря уже о струнных инструментах, что вот Наташа Ратман была просто в шоке от оркестра. А потом начался сам балет. Вот, да, «Лебединое озеро», и вышел наш кардебалет. Это было такое шествие на одной ноге вот всех вот балерин кардебалета в совершенно невероятных платьях. И вот они все продефилировали. И это было не так папам, да, вот как они прямо, вот, а просто синхронно настолько, что вот она была изумлена. Мы даже не замечали уже этого. Это было для нас столько лет уже, да, было привычным, что кардебалет у нас вот такой выучки и вот такой техники. То есть она изумилась оркестром, а потом обе сказали, они вот вместе побывали только что в Нью-Йорке, и там Метрополитен опера, и вот тут есть специальные здания, где обычно дают балет. И вот они побывали там, и это был Чайковского балет, значит, «Щелкунчик», это было невообразимо плохо. Как они сказали, это было нечто такое, что мы даже ушли со второго отделения. И таким образом вот две эмигрантки вот невольно свидетельствовали тому, насколько выросла культура и искусство именно у нас в Якутии, что если бы они попали еще на другие спектакли. И вот я думаю, что сейчас самое время рассказать о том, что вот построив училище, да, и вот выпустив поколение лауреатов, ну ладно, и не только международных, и всероссийских конкурсов, да, и вот я думаю, что далее началось невообразимое. Это Наташа вывела вот свой балет в космос. Потому что, я так скажу, вот то, что Григоровича выгнали из Большого театра, этот скандал всемирный, и он достойно ответил на это оскорбление, он что сделал? Он уехал в Краснодарский край, там есть неплохой театр, да, и вот поскольку они его пригласили, то он сделал им такой подарок. Он создал «Космос» Григоровича. То есть спектакли. Вот любой театр мог заказать спектакль вот в этом Краснодарском театре. Именно Григоровича. Именно его балетмейстеров, которым он доверял. Потом он приезжал, принимал этот спектакль, то есть он шел под его эгидой, под качеством, неся качество уже Юрия Николаевича Григоровича. Но у него была фишка следующая. Он отблагодарил этот Краснодарский театр очень необычным способом. В пику Большого театра все эти спектакли, вот у нас идут, это «Лебединое озеро»,
это Ромео и Джульетта, это Спартак. Вот мы, конечно, еще не успели, вот Наташа ушла из жизни, и мы не успели вобрать в себя, в свой репертуар легенду о любви, которая идет в других театрах. И вот интересна концепция. Все театры, конечно же, шли репетиции, вот именно балетмейстеров Григоровича, потом он сам приезжал, смотрел и поправлял там, нет, не из той кулисы, а вот из той кулисы надо выйти. И таким образом качество все подтверждалось им, но у него было одно условие. Все костюмы Элисо Версаладзе, все декорации Элисо Версаладзе, и все эти вот всякие рапиры, да, весь этот реквизит Элисо Версаладзе, то, что придумал он когда-то, и шли в оформлении именно этого гения театрального искусства, вот эти все балеты Григоровича, и вот все это они должны были заказывать, заказчики, да, должны были заказывать именно в Краснодарском театре. И вот так он финансово обогатил вот тех, кто поддержал его в трудную минуту. Да? Я не знаю, как попал в директора оперного театра Сюльский Сергей Августович, но этот скромный с виду человек, очень крупный руководитель, который работал в Северных Улусах, он, конечно же, поддерживал свою, так сказать, я не знаю, кем она доводится, Наташа, но если Сюльский Сергей, он внук Сюльского, вот того отца Наташи, да, то, значит, конечно же, он не мог не поддерживать ее. И я думаю, что вот те 6 сезонов, которые посчастливилось работать театру под руководством Сергея Августовича Сюльского, и то их можно назвать 6 сезонами Сюльского. И вот его 6 лет пребывания директором в театре оперы и балета, это вообще, это каждый год, это вообще сезоны. Он вообще вот какой-то дар имел, видимо, от деда, вот ради своего, ну, то, что он возглавлял, вот театр, ради этого дела он был способен на все. И вот он нашел такие пути, дороги вот к 2 гигантским грантам, которые никогда наш театр не получал от Министерства культуры. Там 16 миллионов, там этот князь Игорь, там, и к тому же еще это все связано с гастролями в Китае, там и другие 18 миллионов, которые были потрачены на потрясающие гастроли по всем северным столицам, значит, России, не только России, значит, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Литве, и в Беларуси, и, значит, всюду они побывали. Были ли нереализованные планы? Я совсем недавно разговаривала с Сергеем Августовичем, оказывается, они уже наметили вот точно так же поставить, как вот все григоровичские, продолжить этот космос, пополнять. Они собирались поставить «Легенду о любви», который считается одним из самых гениальных балетов Григоровича. И дальше продолжить. И, конечно, они нашли бы слова для того, чтобы убедить наше руководство расширять и расширять космос Григоровича. Потому что если сейчас это не получить, когда еще? И вот, конечно же, наши и сегодняшние лауреаты международных конкурсов, и, значит, и будущих, конечно же, достойны такого наследства в репертуаре, иметь такое наследие. И вы знаете, у нас есть один секрет. Теперь, наверное, его можно и раскрыть. Я помню, как мы сидели с ней в Австрии, в Вене. Мы там, значит, я аккомпанировала всему концерту от начала до конца. И там выступали ее дети. Они еще маленькие были. И вот 7-й вальс Шопена, там, значит, и еще что-то. Значит, девочка, которая сейчас является балетмейстером нашего театра, танцевала. И мы сидим с ней.
Ну, Аграфена с нами была, потом вышла. И у меня появилось время для маленького секретного разговора. Я вот сказала ей: Наташа, надо училище назвать именем первой балерины, твоей матери. Мы тоже не вечные. И в дальнейшем ее имя будет рядом с твоим. И их будет объединять одна фамилия. Да? Ты знаешь, вот сейчас болеет тот-то, та-то, у них звания российские, а ведь назовут училище их звания, если ты сейчас не назовешь именем Аксении Васильевны Посельской. Это, наверное, может подтвердить ее замечательный второй муж. Вот тот удивительный человек, которого мои дети зовут, боже мой, он же Христофор, а они его называют Светофор, да? Он очень был компанейским, да, он же работал в театре и иногда вот возил нас или в автобусе, или там что-то привозил. И вот этот человек, он настолько, вот когда мы с ним разговаривали, он иногда называл ее гением. Это же гений, говорит. Это действительно, Наташа была гением. Вот. И все, за что она не бралась, там диссертация, там, да, которая вообще действительно была написана потом и кровью, что называется, она доказывала такое, что ни один там педагог этого не боялся подтвердить, что вот надо принимать худеньких там и так далее, вот, да, чтобы не было раскормленных детей и так далее. Вот. Потому что действительно, за что бы она ни взялась, это все гениально на высочайшем уровне. Ты говоришь, предлагаешь одно, а получается вообще на ее уровне это всегда вообще конфетка и просто недосягаемо для остальных. О работе кафедры искусства балета в Арктическом государственном институте культуры и искусств расскажет Зинаида Николаевна Попова. Как известно, балетному искусству обучаются одаренные дети с 8-9 лет на протяжении 10 лет. По окончанию выдается диплом о среднем специальном образовании. Долгие годы остро стоял вопрос о высшем образовании артистов балета. И получить его, высшее образование, было возможно лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в 2010 году в Арктическом государственном институте культуры и искусств создана кафедра искусства балета по инициативе директора Якутского хореографического училища, заслуженного работника культуры России Натальи Семеновны Посельской. Первыми студентами института были выпускники училища разных лет. Их было 12 человек. Обучались по очной форме 4 года и получили диплом по профилю артист балета, репетитор. На данный момент они единственные в республике, имеющие высшее образование как исполнители. Преподаватели специальных дисциплин были лучшие специалисты республики с высшим образованием, заслуженная артистка республики Мария Васильевна Сайдыкулова, народные артисты республики Гульнара Васильевна Дулова, Дмитрий Николаевич Дмитриев, заслуженная артистка республики Дарья Григорьевна Иванова, Мария Анатольевна Гаврилева и многие другие, а также профессора института. В данное время выпускники кафедры искусства балета являются ведущими танцовщиками Государственного театра оперы и балета имени Саурона Малона. Среди них заслуженные артисты республики Юлия Мярина, Сарел Афанасьев, Павел Необутов, солисты балета Михаил Дмитриев, Ксения Лукина, Мария Артамонова, Алена Старинченко, Николай Ефремов и другие. К сожалению, в 2011 году ушла из жизни Наталья Семеновна Посельская, и деятельность кафедры доверили Зинаиде Николаевне Поповой. Так, в 2014 году мы осуществили первый выпуск на выпускной спектакль. Поставили заслуженная артистка республики Мария Васильевна Сайдыкулова. Был поставлен одноактный балет на музыку Герасимова «Номох».
а также одноактный балет «Бал иллюзий» в хореографии Екатерины Тайшиной. Председателем аттестационной комиссии был приглашен профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, балетмейстер, заведующий кафедры Александр Михайлович Полубенцев. В 2012 году по направлению хореографическое искусство открыт новый профиль педагогика балета, заведующий кафедрой Зинаида Николаевна Попова. По данному профилю институт закончили, обучаются артисты балета двух театров: Государственного театра оперы и балета имени Сарона Малона и Национального театра танца имени Сергея Зверева. Поступают в институт только выпускники, имеющие среднее специальное образование, то есть диплом хореографического училища. Набор осуществляется, когда в Якутской балетной школе имеются выпускные классы. На данный момент республика получила более 20 специалистов, педагогов по хореографическому искусству, которые работают в балетной школе имени Посельских, в школах искусств республики и балетных студиях. Педагогическое мастерство Натальи Семеновны Подсельской подтверждается, конечно же, высокими достижениями ее учеников, но стоит отметить и научные труды и статьи Натальи Семеновны, которые также раскрывают ее педагогический талант. Главной работой является ее научная диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, которая называется «Становление и развитие школы классического танца в Республике Саха-Якутия». Это огромная экспериментально-практическая работа, целью которой является сконструирование модели обучения классическому танцу учащихся и студентов хореографических училищ, построенная на основе культурологического, этнопедагогического, системного, личностно-ориентированного, антропометрического, индивидуально-творческого подходов и разработка и апробация комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие школы классического танца в Республике Саха-Якутия. Работа была успешно защищена в 2010 году, и Наталья Посельская получила звание кандидата педагогических наук. К 80-летию своей мамы и первой балерины Аксении Посельской в 2003 году Наталья Семеновна выпустила пособие для хореографических училищ по классическому танцу, предназначенные для учащихся первых и вторых классов. Пособие для третьего класса вышло в 2006 году, а в 2007 пособие для четвертого класса. В них были опубликованы рекомендации по преподаванию классического танца, основанные на многолетнем труде и личном опыте автора, которые позже развились в диссертационную работу. Наталья Семеновна была ответственным редактором сборников республиканских и всероссийских научно-практических конференций, которые организовывало Республиканское хореографическое училище имени Аксении Посельской. Проведение такого рода мероприятий подтверждало высокий уровень преподавания учителей училища. Также Наталья Посельская являлась главным редактором ежегодного вестника Якутского хореографического училища имени Аксении Посельской. В них были напечатаны научные и публицистические статьи Натальи Семеновны. Наталья Посельская признавалась, что одной из главных целей в ее жизни было возрождение имен матери и отца. Для достижения данной цели была проведена большая редакторская, исследовательская и собирательская работа. Она по архивным документам и фотографиям восстановила жизненный путь родителей и выпустила следующие книги: Аксения Посельская, балерина. Издательство Саха Политграф издат 2004 года.
Юрих наркома Семен Сюльский, издательство «Кудук» 1998 года. Семен Сюльский, издательство «Бичик» 2008 года в серии «Выдающиеся люди республики». Сюльский Семен Семенович. Статьи, выступления, архивные документы. Якутск, 2008 год. Также к году учителя под редакцией Натальи Семеновны Посельской вышла книга Зинаида Попова «Балерина-педагог», издательство «Бичик» 2008 года. Далее своими воспоминаниями поделится заслуженный работник искусств Республики Саха-Якутия Лира Львовна Габышева. Призвание жить в танце передалось Наталье от мамы, первой якутской балерины Аксиньи Васильевны Посельской, а позднее, в нужное время и в нужных обстоятельствах, выплеснулся и организаторский талант ее отца, Семена Семеновича Сюльского, наркома просвещения СССР. В период сценической деятельности Наташа танцевала ведущие партии в балетах «Голубой Дунай», «Жизель», «Барышня и хулиган», «Кюнко», «Чурумчуку», «Золушка» и других. Плодотворным результатом отмечена и ее большая репетиторская, балетмейстерская работа в театре. Но, как оказалось, вся жизнь готовила Наталью к главному предназначению судьбы – создать кадровый фундамент балетного профессионального искусства республики. Именно здесь, в полной мере, раскрылись и реализовались ее лидерские качества и истинный масштаб глубоко творческой личности, профессионализм и талант организатора, руководителя, педагога, ее сильный характер и длинная воля. Наталье Семеновне удалось открыть не только двери высоких кабинетов, но и сердца тех, от кого зависело решение о строительстве здания училища. Она по праву героиня этого большого исторического события. И 2 десятилетия ее жизни, посвященные становлению якутской балетной школы, оказались для нее золотым периодом самоотверженного труда и самых амбициозных свершений. Молодое училище под ее руководством завоевало широкий авторитет по всей стране. Весь ее опыт педагога венчает кандидатская диссертация. Это ценный труд для всей системы хореографического образования республики. Так же, как и воплощение идеи высшего образования для артистов балета в Арктическом институте. Среди ее заслуг и содружество с выдающимся Григоровичем. Это этапные спектакли «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», позднее «Спартак». Они возвели театр и школу на небывалую до того профессиональную высоту. Кадры балетной школы Посельской формируют облик современной труппы театра и сегодня. Ее славу приумножают талантливые ученики класса педагога Натальи Семеновны. Созданием кузницы кадров на родной земле Наталья Семеновна Посельская подарила сильные и прочные крылья уверенному полету балетного искусства республики в прекрасное будущее. И к завершению мы бы хотели закончить следующими теплыми словами нашей Аизы Петровны Решетниковой. И вообще вот Наташа недаром родилась 12 апреля. Раньше это была никакая дата. Вот до полета Гагарина это была дата ни о чем, да? Ну, может быть, там какие-то в святцах были рождены какие-то святые, да, вот раньше ведь календари-то были церковные, у каждого дня был свой святой. И всех называли, уже было готовое имя, и называли в честь этого святого. Но в советском календаре 12 апреля ничего не было, да? Но могу сказать, что у меня было хуже. В мой день рождения, когда я подбегала к календарю, отрывала этот листок, то я вдруг читала, что в этот день умер Пушкин. И
у меня во мне все падало, я начинала переживать о том, что затем плакала немножко, но зато клялась о том, что я что-нибудь буду хорошо учиться, вот, все приложу к тому, чтобы как-то вот что-то восполнить, что было с этой утратой вообще в природе связано, ну хоть что-то да я сделаю. Ну и вот. А Наташа, вот она постепенно из ничего, вот эта дата 12 апреля, во-первых, она наполнилась Юрием Гагариным. Ведь сегодня вот очень много рассуждают о том, что это очень скромный человек, вот он как вот лицо вот, обыкновенного советского человека, честного, порядочного, умного, значит, и вот он наполнил собой вот эту дату и представление о том человеке, который родился в этот знаменательный день, вот чисто технически совершенный в космонавтике. А вот Наташа – это фактически первопроходец. Я думаю, что Наташа постепенно, реализуя свою мечту второй половины жизни, когда действительно сам Михаил Ефимович понял вообще всю грандиозность ее проекта о создании хореографической школы. Теперь мы независимы, сами можем обучить кого угодно. И вот Наташа фактически вырвалась в космос. Вот она выбралась в космос, как и вот Юрий Гагарин, который родился в этот день, тоже космический будущий. И вот удивительным образом вот оба они родились в эту замечательную дату. И вот теперь я думаю, что 12 апреля должны рождаться люди. Либо будущие значит, космонавты, ну ладно, не все будут космонавтами, но инженеры, которые обслуживают значит, это космическое оборудование, какие-то будущие ученые, они должны, конечно, рождаться в эту дату. И то, что вот Наталья Семеновна Посельская осветила вот своим преображением всей биографии. Никто же раньше не думал, что это девочка, которая окончила там училище. Нет, вот эта дата повлияла на нее, и она совершила то, что связано с космосом Григоровича и со своим космосом. Вот она воплотила это в жизнь. Я чрезвычайно горжусь своей подругой и думаю, что ее детище – это наше национальное сокровище. Якутская балетная школа, колледж имени Аксиньи и Натальи Посельских сейчас, как и во время руководства Натальи Семеновны, развивается, оттачивает мастерство своих обучающихся, которые после блистают на сценах многих мировых театров, выигрывают различные всероссийские и международные конкурсы. Та высокая планка, которую возвела в обучении Наталья Семеновна, поддерживается нынешними педагогами, ее коллегами и учениками. И отрадно то, что среди педагогов есть и продолжатель династии, внук Аркадий Андреевич Посельский. Мы уверены, что дело, которое начала Наталья Посельская, находится в надежных руках, и Якутская балетная школа, колледж, которая гордо носит ее имя и имя ее матери Аксиньи Васильевны, гордится и с большим уважением и теплотой вспоминает своего основателя и педагога с большой буквы.